Страшная беда пришла в Польшу. В Польшу вернулись 90-е. В Польше возник острый дефицит сахара. Угля больше нет. С таким заявлением выступил премьер-министр Польши. В Польше в ближайшее время может не остаться маленьких магазинов. Но на этом плохие новости не заканчиваются. Поляков предупредили о резком подорожании продуктов. Приобрести, например, помидоры скоро будет непросто. Страх голодной зимы гонит поляков за покупками в Беларусь. Огромные очереди на выезд в нашу страну. И еще один весьма непривлекательный случай для имиджа Польши. В Польше не хватает полицейских. Зато число преступлений в стране растет. Из-за финансовых проблем попрощались с планами жители Польши. Пасха для них может не состояться. Первая причина – дорогие продукты питания. Отказаться некоторым полякам придется и от встречи с семьей, особенно если родственники живут не близко. Ведь все чаще из-за стоимости бензина люди оставляют машину в гараже до лучших времен. Правда, когда они наступят в Польше, сложный вопрос не только для обычных жителей, но и для экспертов. Польша может погрузиться во тьму вслед за Украиной. Поляков попросили готовить еду ночью. Среди других рекомендаций – не греть ужин в микроволновке или на электроплите, не стирать вечером, снизить температуру электрообогревателей. Хочется добавить, что ранее в Польше для экономии электричества запретили заряжать телефоны в офисах. Что вообще происходит в Варшаве? Как живут люди? Что они тут делают? Поговорим с простыми людьми. Поезда ездят, баржи проплывают, рыбаки ловят рыбу. День добрый. День добрый. День добрый. А вы тут рыбу ловите, так? Так, бо нема в склепах. Да, в магазинах ее нет. Да и денег нет, чтобы ее покупать. То инфляция и чеба. Приходится ловить здесь рыбу, чтобы выжить. Терес мало этой рыбы. Ну и здесь уже стало мало этой рыбы, почти всю выловили. Можно będzie. Но если нет улова, ничего страшного, хоть воды домой можно будет набрать, чтобы помыться. Дорого же все. Bardzo drogo и лепей. Проще отсюда взять и принести. Бобры, что тут? Бобру. Бобры? Есть и бобры здесь тоже. В последнее время, кстати, больше их стало. После того, как запретили здесь российских пропагандистов, которые их очень любят. И сейчас их тут много. Але файный бобр. Друзья, ну вот так, собственно, и живут в Польше простые люди. Аж самому жалко немного стало. Думал, что это, конечно, все неправда и ложь. Но если вот приходится в Висле ловить рыбу, чтобы выжить, а в магазине не за что ее купить, то, конечно, ситуация печальна. Но спросим у других людей, может, это единичный случай. Особенно загнивает Польша после дождя. Ну и понятно, в принципе, любая страна после дождя больше гниет, но здесь это проявляется усиленно. Ну, идем дальше и смотрим, как это все здесь происходит. Видимо, ворует велосипед. Сейчас день добрый. День добрый. А что тут пан робится? Мы ровер скрадли. Украли велосипед. И то пана ровер был, так? Так. Украли велосипед у человека, не на чем ездить. А может, пан на автобусе? Нема пенёнз. Нет денег на автобус. Вот так и живу здесь. Ну, спасибо, удачи вам. И, друзья, вот так здесь все и происходит. И вы видели? Посмотрите, что... Друзья... Вот это вот изобилие нетрадиционщины, оно проявляется во всем. А вот на таких машинах в основном и ездят обычные поляки. Прогуливаясь по Варшаве, заметил две вещи. Вот в минских парках очень много всяких белок бегает. Здесь их нет. И вот Скобеева говорила, что в Британии их всех съели. В некоторых ресторанах будут подавать белок. Ввиду того, что животных много в парках, почему бы их не есть, имея в виду нехватку питания. Судя по всему, теперь это добралось и до Польши. И вторая вещь, это вот все такое зелененькое, обилие милитари, вот этой вот тематики, много всяких солдат, НАТО у границ. И, кстати, hello, sorry, I'm from NATO? Hello, yes, NATO. You're from NATO, да? Yes, NATO. You want to attack Belarus? You Belarus? Belarus, no attack Belarus, no. Lukashenko террорист. Да, конечно, мы очень хотели бы атаковать Беларусь. Лукашенко террорист, как и Путин.
Друзья, НАТО хочет атаковать Беларусь. У нас уникальная возможность говорить с... Sorry. You have secret documents about Belarus? Вы видели слитые секретные документы из Вашингтона? Да. Так вот, у нас в Восточном командовании есть более детальные планы, откуда на Беларусь готовится нападение. Брестской области, Бляховическому району, а в особенности предприятиям вроде колхоз Агро приготовиться. Мы знаем, какое оружие и боеприпасы там хранятся. Все замаскировано под ферму. Речь здесь, поверьте, совсем не о коровьих минах. Ага, thank you. Друзья, друзья, без комментариев. Дороги в Польше находятся в настолько плохом состоянии, что приходится снимать слой асфальта, чтобы вернуть состояние дороги, которое было во времена Польской Народной Республики или еще во время империи, когда были вот эти вот колесницы, брусчатка и вот это вот все. В общем, электричества нет, солнечного света практически тоже нет. Самым нуждающимся светят в окно вот такой вот штукой, чтобы хотя бы немного дневного света они могли получить. А власти города, те самые разъевшиеся буржуи, решили потроллить горожан, установив вот такую вот пальму, как напоминание о чем-то светлом и теплом, том, чего тут, конечно же, нет. А вот такие вот искусственные пляжи делаются во многих городах Польши, где есть реки, для того, чтобы местные жители могли насладиться якобы отдыхом, который себе не могут позволить в теплых странах. Конечно, печально выглядит эта картина. Ну, спросим у местных, как они выживают при всем при этом. День добрый. Ой, день добрый. Як тут живется? Ой, mega bardzo. Ой, мега хреново. Wszystko mamy, помидоры, томаты, каша гречаная. Ничего здесь нет. Ни помидоров, ни томатов, ни гречневой каши, даже в магазинах. Хорошо, что Висла хоть есть. Не знаю, где бы вещи стирали. Да и подогреваем отсюда воду для других нужд. Цукер, мате? Суль? Ну так, може 5 килограмм в дому. Да, есть под 5 килограмм дома. Пришлось сделать солидные запасы, потому что не знаешь, что будет дальше и как жить. Танный цукер. Дешевый сахар только приходится покупать. Jak młodzież тут живет? No ja jestem rocznik 90 i kolega też. Ой, ну будто бы вернулись вообще в 90-е. W sumie nie narzekamy, bo mamy stypendium, darmowe studia, ubezpieczenia zdrowia. Мы в университете сейчас и не платим за обучение, не платим налоги, потому что они, конечно, очень высокие и денег нет. И экономить треба? Нет, ну конечно нужно. 10 тысяч злотых здесь вообще никогда в жизни не заработать. То, spoko. I moja dziewczyna też, to może 15, nie wiem. Tak, no gdzieś 15 kesów. No, ale to w sumie tego wystarczy, żeby tak na szeroką nogę w Warszawie. Денег ни на что не хватает. Приходится ногами широко шагать, даже велосипед не купишь. Но зато привыкли уже бегать. Много животных отпустили из зоопарка из-за отсутствия корма. О, кстати, а вот бобер. Bubr, k***a! Ja p***dolę, jakie bydle! Bober! Ej, k***a, bober! Bober, nie s***dalej, mordo! Любимо білорусинів, але там Лукашенко, ну таки не bardzo добрый. Да, мы любим белорусов. И любим, конечно, Лукашенко, этого добряка. No, ja właśnie bym chciała, żeby w Białorusi wszystko się udało. Я бы очень хотела, чтобы все у нас получилось, как у белорусов. И есть хороший пример для подражания. Удачи этому Лукашенко. Niech już spitale ten Łukaszenko. Друзья, очень, конечно, сочувствуем вам. Держитесь. Dziękujemy. Держитесь, все будет хорошо у вас. Обязательно победите, и будет так же, как и у нас, хорошо. Дякуємо, спасибо. Живе Беларусь! До свидания. Вот такие вот фигурки в виде еды тоже троллят местных жителей, которые, понятно, голодают.
А вот такая вот машина-робот делает здесь хот-доги автоматически. Почему не продавцы, спросите вы? Потому что они крадут сосиски сразу же, как только их получают вместе с соусами. Где же продавцы, спросите вы? Они находятся вот за вот этой вот дверью, крутят педали велосипеда, который генерирует энергию и которого хватает на то, чтобы приготовились вот эти вот все хот-доги. Ну и пока они не накрутят на минимальное количество энергии, они отсюда не выйдут. Снаружи мы видим голодных людей, которые смотрят сюда как в музей и не могут попасть по очевидным причинам. Машина без крыши, сыр с плесенью, вино старое. Классика жизни для Европы, Запада. Здесь это тоже проявляется. О, посмотрите, смотрите, что происходит здесь. Здесь, кажется, оставили так называемую закладку. Понимаем, что это для чего делается. И это у нас мука? Нет, это у нас гречка. Это гречка, друзья. Причем белорусская. Минск, улица Городецкая. Вы посмотрите, что происходит с соседними Литвой, Латвией, поляками. Я про Украину в данном случае уже не говорю. Они же такие были счастливые, такие были веселые, жили в таком заможном мире. У них все было. И где они сегодня? Они стоят вдоль границы и просят нас, чтобы мы их пропустили в Беларусь. Хотя бы гречневые крупы купить. Ладно, крупы, соли нет. Соли просят у нас. Это была улица Добра. Осталось только Доб. Почему, догадаться несложно, все плохо. Сносить приходится даже новые здания. Голод гонит уток в город, и они здесь чувствуют себя как дома и совершенно никого не боятся. Здравствуйте. Что с вами случилось? Страх голодной зимы гонит поляков за покупками. Есть нечего. Здесь можно наглядно увидеть, как загнивает Европа. Вот вся покрыта шелухой. Непонятно чем. Полиции много, ведь разгул бандитизма, они тщательно следят за тем, чтобы бандитизму никто гулять не мешал. Пьяный белорус в Гданьске попал в чужую квартиру, съел весь гуляш и заснул. Теперь ему грозит тюрьма. Европа настолько загнивает, что даже голубям приходится драться за еду. В кафе у людей хватает денег максимум на чашечку кофе, и то берут одну на двоих. И вот показывает, как когда-то раньше брали несколько. После того, как в ресторанах начали вводить блюда с червяками, местные просто перестали в них ходить. Теперь они выглядят вот так вот пустынно. А вот и очереди за раздачей бесплатной еды, причем не теплой, а холодной, чтобы тоже протроллить и заморозить граждан. Да, здесь сегодня раздают мороженое. Мерзни, мерзни, волчий хвост. Установили даже вот такие вот летние шезлонги. На улице 5 градусов. Люди, понятное дело, их уносят с собой. Здесь закрашивают антиправительственные лозунги, граффити. Они появляются практически каждый день и приходится работать 24/7. Все мной сказанное подтвердят наши соотечественники. Здесь их очень много. Хотят лично убедиться, своими глазами посмотреть на то, что происходит.